Трагедия случилась в Абзелиловском районе. При пожаре погибли 2 детей. Да и в целом в 2024 году в этом плане статистика очень неутешительная. Почему? Разбираемся в рамках программы «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Павел Сабитов, государственный инспектор Республики Башкортостан по пожарному надзору. Павел Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сегодня давайте мы начнем с того ЧП, которое случилось в Абзелиловском районе, в селе Аскарово, когда при пожаре погибли в многодетной семье 2 детей. Почему? Расскажите подробности, что там. Да, ну, я, наверное, начну традиционно в общем обстановку довести. Да, сейчас у нас в республике уже зарегистрировано более 9 тысяч пожаров. Погибло 208 человек и 232 травмированы. Но да, как вы вот сказали, особое беспокойство сейчас, конечно, вызывает и вот такая вот сложилась ситуация. Мы потеряли в огне в этом году 13 детей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, у нас достаточно большой рост в разы, на 8 детей больше, чем в прошлом году. В том году мы 5 человек за весь год, детей точнее, потеряли. Да, если говорить о случае в Абзелиловском районе, да, 2 детей 2013-2015 года рождения погибли. Родители, и отец, и мать тоже пострадали в этом пожаре, находятся в больнице. Ну и девочку, 3-го ребенка, удалось 2021 года удалось спасти. Причины пожара на данный момент устанавливаются, но если уж в общем говорить по пожарам с гибелью детей, то основные пожары, они в принципе в жилом фонде у нас происходят по 3 основным причинам. Это неосторожное обращение с огнем, ну, в том числе как и при курении, так и при топке печей и так далее. Это электротехническое, ну и в принципе не исключение и эти пожары, все с гибелью детей. Но если говорить об условиях, способствующих гибели этих детей, вот в 2 случаях это у нас было, что родители были в состоянии алкогольного опьянения. И 3 детей погибло. Также случаи, когда оставляют без присмотра детей. Ну и 3-е, так сказать, условие – это неправильное действие при эвакуации. Ну, просто-напросто родители неправильно себя повели при пожаре, и вот таким образом дети погибли. Не смогли их эвакуировать просто. Вот это такие моменты, в такой ситуации сложно сориентироваться. Мы обязательно обсудим с вами буквально через несколько минут о том, как нужно вести себя, если вдруг возник пожар. Но вот если вы по Абзелиловскому району, не могу не спросить, в каком состоянии сейчас родители? Я знаю, что отец был в тяжелом состоянии. Отец, да, получил ожоги 2-3 степени, около 30%. И мать получила рану левого предплечья, бедра. Ожогов нет, оба госпитализированы, находятся в медицинском учреждении сейчас. Ну, насколько шансы выжить у отца? Ну, здесь сложно сказать, это индивидуально. Бывало, что и люди при больших процентах ожогов выживали. Но будем надеяться, что все будет хорошо. 3-летний малыш сейчас с кем? Малыш сейчас находится у родственников, размещен. Жизни ничего не угрожает. Ну и также это подтвердили медики, что с ней все в порядке. Она не пострадала. Павел Юрьевич, мы вот неустанно всегда говорим о том, что обязательно дома нужно проверять электропроводку. Да? Понятно, те, кто курит у себя дома в состоянии еще алкогольного опьянения, вот здесь как-то все понятно, да, это вот на ответственности человека. А электропроводка, как ее проверить? В бревенчатом доме обязательно ли? Нужно ли проверять ли ее в наших домах сейчас, вот в многоэтажках, в городах, например? Как быть в этом вопросе? Да, электротехническая причина, как условие пожара, она очень частая и одна из основных. Но я думаю, что, наверное, вот любой человек, наверное, понимает, да, если что-то у него болит, он идет к врачу, к специалисту. Но я думаю, что здесь, наверное, по этому же пути надо идти как минимум. То есть, если мы понимаем, что у нас нет специального образования, конечно же, прокладку электропроводки, ее ремонт, замена своевременная, я бы, конечно, посоветовал все-таки предоставить это профессионалам.
Потому что, ну, многие, конечно, понимают, что, ну, что это, прикрутил здесь проводок, думаю, все, вроде все работает, все хорошо. Но, тем не менее, вот такие вот элементарные вещи могут привести к пожару. Ну, вторая причина, как я уже говорил, одна из основных, это неосторожное обращение с огнем. Ну, как при курении, так и при топке печей. То есть вот зачастую бывает, что расследуешь, когда пожар, ну, понятно же, да, что у нас больше 80% всех пожаров, они происходят в жилом фонде, в сельской местности. То есть элементарно даже бывает, что предтопочного листа нету. То есть, ну, настолько бывает, что граждане пренебрегают безопасностью, что вот даже такие элементарные вещи не хотят о себе позаботиться. Здесь да я даже бы, наверное, дальше перешел бы, традиционно хотел сказать про автономные домовые пожарные извещатели. Причем все семьи, все жилища данных семей, в которых вот эти 13 детей у нас погибли, всем выдавались автономные дымовые пожарные извещатели. Но, опять же, это все индивидуально, вот в каких-то случаях они не сработали. У нас была эта программа в республике с 2016 года, так сказать, началась и до сих пор действует эта программа. Здесь есть чем нам гордиться. Но, тем не менее, даже когда на безвозмездной основе выдаются эти извещатели, то есть у нас по программе было и выдавали, так сказать, с подарком новорожденного прямо в роддоме выдавалось. Но человек не поставил извещатель. Потом, естественно, у него элемент питания есть, который со временем, естественно, надо менять. Ну вот бывает, что так просто не меняют. Хотя за этим контроль осуществляются и профгруппами нашими, которые созданы при администрациях муниципальных образований. Но, тем не менее, так сказать, вроде бы и извещатель выдан бесплатно. Ну, бывают случаи, что мы уже при пожаре уже обнаруживаем, что либо его нету, либо он был в нерабочем состоянии. Но, тем не менее, здесь, наверное, все равно есть чем гордиться. Мы вот с 2016 года уже на данный момент у нас действует 15 категорий граждан, которым безвозмездно они выдаются. И свои плоды, наверное, здесь есть. С 2016 года у нас больше 1100 человек спасено при сработке данных извещателей. Из них 443 ребенка. Поэтому, в принципе, это очень действующая мера, и мы неустанно пытаемся везде об этом говорить, и на сайте у нас эта информация есть. Здесь мы даже уже еще и больше пошли. Принято решение, сейчас у нас действует пилотный проект в 4 районах республики. И также на безвозмездной основе уже около 500, если я не ошибаюсь, извещателей установлено инвалидам. Инвалидам по опорно-двигательному аппарату, инвалидам по слуху, по зрению. Это извещатели GPS, системы GPS. Это я вот тоже всем рекомендую гражданам. Тем более, вот если говорить о том, что детей, ну, в принципе, оставлять нельзя, я считаю, вот это преступление, да. Ну, понятно, что есть переходный возраст, когда там вроде бы детей можно оставить, но если вы сомневаетесь, то вот вам, так сказать, в пользу эти извещатели. Он срабатывает, и он сим-картой, и при сработке от 4 до 6 абонентов оповещает о том, что случился пожар. Вот такое новшество у нас сейчас тоже практикуется в республике. Я надеюсь, оно и дальше будет поддержано. Ну и как для информации для граждан нашей республики, что есть уже такое новшество, которым можно воспользоваться. Ну и сохранить себе, естественно, жить. Себе и своим близким жить сохранить. Павел Юрьевич, еще вопрос. Вы говорили о том, что родители неправильно эвакуируются сами и эвакуируют детей. Вот как действовать при таких обстоятельствах? Ну да, здесь не только родители, когда это с детьми, то есть, ну, просто когда вот приезжаешь, смотришь на пожар, уже когда люди гибнут, многие почему-то, прежде чем эвакуироваться, начинают, ну, понятно, да, что там документы взять и так далее, но по непонятным причинам выходят, потом заходят обратно. А деревянные дома, ну, это понятно, там счет на минуты идет, а на какой-то стадии пожара уже на секунды. То есть зашел, буквально 1-2 вздоха, и человек теряет сознание. Вот. Ну, наверное, вот это вот все-таки наш менталитет немножечко, наверное, неправильный, и не хватает вот этого агитационной работы с населением. Но в первую очередь, естественно, не нужно никогда думать о вещах и о каких-то материальных ценностях. Если мы уже понимаем, что
пожар уже обрел на такую стадию, что мы первичными средствами не можем потушить, ну, конечно, надо эвакуироваться. Захватить с собой теплые вещи и эвакуироваться. И ни в коем случае не геройствовать, не заходить обратно и не пытаться, если уж на такой стадии, потушить. То есть в первую очередь эвакуироваться и вызвать пожарную охрану. А если дети, как детям объяснить? Дети при таких обстоятельствах часто прячутся. Ну, прячутся так же, да, вот как и в последнем случае было. Но я думаю, что... Дети спрятались все-таки в Абзелиловском районе? Ну, по предварительной информации, что так, да. Я думаю, что для каждого ребенка, наверное, самый такой, ну, авторитетный и грамотный учитель – это родители. Я вот считаю, что, наверное, не надо бояться этого, ну, как можно с меньшего возраста прививать вот эти основы безопасной жизнедеятельности, ну и в том числе объяснять, что при пожаре, что ни в коем случае не надо бояться, не надо прятаться, в первую очередь надо выходить. Надо выходить из помещения, если это в многоквартирном доме, это в коридор, если это в частном доме, естественно, на улицу. Но, к сожалению, да, вот у нас многие случаи, когда дети, они по своей психологии начинают где-то в укромное местечко спрятаться, и как будто бы их никто не тронет, и они таким образом спасутся. Но это, к сожалению, такая вот ошибка и роковая ошибка, о котором родителям с малого возраста надо объяснять и учить. И ничего страшного, что если он не понимает в этом возрасте, он, все равно это привьется. А может быть, даже когда-то и он потом уже спасет людей при такой ситуации. Павел Юрьевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как нужно действовать. Самое главное, что есть правила пожарной безопасности, которые нужно объяснять детям с самого малого возраста, для того, чтобы уже потом было понятно, как действовать в критической ситуации. Я надеюсь, что наш разговор с вами возымеет силу, и те, кто сейчас с детьми, родители услышат и все-таки расскажут своим детям, как нужно действовать, обезопасят и себя, и своих подопечных. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.